Я же тоже в Воронеже, мне очень близко, хорошая жизнь была. Я мог уехать туда, остаться. Но как мы, если бы каждый из нас бросил бы, убежал бы, что бы осталось нам здесь? Если мы носим папаху, если мы носим сердце вот здесь под папахой, мы кавказцы, мы должны за свой народ, за свою землю стоять. Мы обязаны просто. Просматривая хронику Отечественной войны народа Абхазии, мы видим эти первые минуты победы, освобождения города Сухум, взятия дома правительства. И, конечно, все запомнили этого бойца, танцующего победный танец у пьедестала. Всегда казалось, что это доброволец Северного Кавказа, но это оказался житель Абхазии из города Гагры, Вартан Эспирян. Это было танец победы, чтобы, как будем говорить, может грубо получится, чтобы враги поняли, что у нас могут и воевать, и танец победы пронести. Мы вояки, но мы не убийцы. Как о нас говорят, там террористы, там сепаратисты, там... Нет, мы освобождали. Мы не напали, они на нас напали. Если бы даже те самые грузины, которые жили здесь, стали бы с нами, вот этой войны не было бы. Первое столкновение с грузинами у Вартана произошло при оккупации города Гагры. Еле живым он вырвался от них и уехал в Россию. Подлечившись, он вернулся на родину и с этого момента участвовал во всех военных операциях. Я первоначально был один, лазил, будем так говорить, лазил везде. Вот. После, значит, первой моей контузии группа «Шайтан» Калдахварская. Там был городское авто. Наступление Цугуровки, вот это движение, когда было, Инга с нами была, медсестра. Это моя любимая девочка, которой мы с ней сидели на позиции наверху, где второй пост, как это. И мы с ней мечтали, я говорю, Инга, не переживай, говорю, сейчас возьмем Сухум. А у нее родственник жил в Сухуме. Я говорю, не переживай, возьмем, я говорю, как возьмем, с тобой сыграем армянскую, абхазскую свадьбу. Она меня очень любила, уважала меня. Ну, пока я в госпитале лежал, нам уже, даже мне в больнице сказали, телевизор принесли. Ну, там вижу Ингу, такой, как сегодня я помню, цветок здесь, майка. И депсет, по-моему. Ну, бедная Лиана не знала, я говорю, а что такое депсет? Погибла она. Вартан, в каких наступлениях вы участвовали? Самый легкий вопрос было бы, знаете как? Каких не участвовали. Да. Владислав, он прекрасно знал. Он меня всегда называл мой армянчик, одинокий волк. Он меня очень любил. Про мои дела он хорошо знал. К армянскому батальону я, когда лежал в Кабарце, это уже мне получалась 3-я, 4-я контузия. Когда меня привезли в Гагры, честно говоря, я все не помню, что как было. Я очнулся уже здесь в Кабарце, говорю, в больнице. Но французы сказали, Красный Крест, что ему нельзя воевать. У него проблема уже сдвиг мозга. Они вот так, как я помню, в сегодняшний день он рассказывал. Ну, естественно, я через 2-3 дня расписался врачам и опять ушел. Мы же жили в дружбе. Свадьба, пили, кушали, веселились. Нам же было всем хорошо. Но я всегда любил правду. Я всегда любил слабых помогать. Я всегда любил ту правду, которую, знаете что, любить, жить в этом райской земле. И кто бы ни был националистом, он не должен был против этой земли воевать. Он должен был стать с этим народом,
чтобы все видели, сказали, что да, стоящий, действительно Апсны, страна души. За него нужно было бороться.